Кайырлы күннәр, саумысыз, яңа слош тапшыру үзешендә әмите. Добрый день. Первая национальная школа с вековыми традициями отметила свой 95-летний юбилей. Как идти в ногу с новейшими технологиями и в то же время сохранять связь поколений, знает директор 15-й школы города Тобольска Саид Заирович Хисматуллин. Нет прошлого, нет настоящего. Только опираясь на опыт прошлых лет, можно строить будущее. Сейчас вы видите редчайшие фотографии начала 20 века. Напомним, что первым медресе в Сибири считается Тобольское, которое было открыто в 60-х годах 17 века. Позже на территории Тобольской губернии открываются и другие медресе. И уже в конце 19 века их насчитывается около 30. Естественно, эти школы содержались меценатами. В 1950-х годах в качестве педагогов сюда приходят еще молодые Зиль Гарифуллин, Наиль и Сара Маметова, Джизеля Масагутова, Камал Муратов и другие. Сейчас же, наверное, нет таких, кто бы не слышал их имен. В 1961 году учреждение приобретает статус общеобразовательной средней школы. Школа под счастливым номером 15 всегда зиждилась на традициях. Эти традиции сейчас поддерживает и новый директор Саид Заирович Хисматуллин. И с 1995 года начинается новая эпоха. В своей работе Саид Заирович опирается на принцип преемственности. Связь поколений здесь никогда не прерывается. Именно поэтому его первым шагом в этой должности стало создание музея истории школы. И уже в 2000 году этот проект стал лучшим во всероссийском конкурсе среди школьных музеев. Основа работы 15-й школы на сегодняшний день – это открытость. И открытость школы – это взаимодействие школы с окружающим социумом. Это с нашими родителями, с нашими детьми, с нашими коллегами и, конечно, общественностью города. На сегодняшний день 15-я школа верна своим традициям, которые, можно уже сказать, вековым традициям, которые были заложены 95 лет назад. До 70-х годов школа номер 15, единственная на севере области, имела статус средней и являлась методическим центром. Саид Заирович учел и этот факт и начал восстанавливать эти традиции. Таким образом, сейчас на базе школы проводятся олимпиады, конкурсы, семинары как областного, так и всероссийского масштаба. На следующий год, мы усилим, наверное, заочные туры больше, чтобы выявить больший круг участников. И, возможно, через год будем делать выездные, отборочные. С 2007 года школа стала областной опытной экспериментальной площадкой Тагира. 15-я школа сегодня городская площадка по теме формирования социализированной компетентной личности, обучающихся через модель школа-центр интеллектуально-творческого развития в условиях введения в город. А в 2000 году здесь открылся центр этнокультурного образования. Bir gina yuqala. Mototsikl kelamda, yorg'onga turib qo'llaydi kelaman. Спектакль «Зеленая шляпа» автора Гамира Насыри был поставлен на очень высоком уровне. Одну из главных ролей в нем сыграл директор школы. Пока зрители смогли увидеть лишь первое из 3 действий. Постановка 2-го и 3-го планируется уже на ближайшее время. Gülbika, Sattuğaçım, seni kırakunda var eka. Yok bulayğına ipteşler çekine kurşik. Sağlıkın kaçıvaysın sen beni Gülbika. Şehirlik içler şuvay soğukun şarap bulağı. Tuğmasın kinmegeç, kündüz kileler onu. Sandığaçım bir küpü var. Eytten bit kolunu suzma. Tik bulayğına ipteşler çekine kurşik deyip. Yalan sana.
2013 год ознаменовался еще одним грандиозным событием. Здесь открыли Центр естественно-экологического образования. Он состоит из 3 отделов. Учебного – это кабинет биологии, химии, географии, лаборатории. Коллекционно-исследовательского – это оранжерея, кабинет природоведения и краеведения, музей реки Иртыш и экологический парк. И, наконец, учебно-производственного, в который войдут зимняя теплица, мини-ферма, а также пришкольный участок, овощной и плодово-ягодный. В основе проекта – практикоориентированное обучение, то есть развитие культуры, интеллекта и здоровья одновременно. Перед учениками 15-й школы города Тобольска открылись дополнительные возможности для изучения химического состава не только воды, но и почвы, воздуха и многого другого. С недавних пор в школе с химико-биологическим уклоном открылись сразу 2 лаборатории – химии и биологии. Перед нами открылась широкая возможность, что ребята, закрепив теоретическую часть, переходят в лабораторию и усваивают практическую часть. Долгожданным приобретением для школы стали фотокалориметр и pH-метр. Ни в одной другой средней школе таких приборов нет. Препараты дают возможность для определения количественного анализа воды, определения жесткости, определения железа в воде, определения аммиака. Это сравнивается с лабораторией санэпидемстанции. Кабинет химии представляет собой целый комплекс, а конкретно 3 класса. Это кабинет информационных технологий, лаборатория и, собственно, кабинет химии. Во всех них установлены компьютеры с удобными большими мониторами. В химической лаборатории 16 посадочных мест. К ним проведены все коммуникации. Это вода, свет, а также работает вытяжка. Материальная база этих кабинетов, можно сказать, позволяет заниматься исследовательской работой. Как вы думаете, где ученики 15-й школы берут образцы для своих исследований? А прямо с пришкольного участка. Ведь здесь у них целый огород. Здесь они применяют все свои знания и умения. Сами готовят семена, сажают их, обрабатывают землю и поливают. Здесь конкретно представлены дары с нашего участка пришкольного. На протяжении 2 лет дети выращивают овощи, овощной отдел, помидоры. В этом году с небольших грядок мы сняли 10 ведер огурцов, 12 ведер помидор. Интересно тем, что вот нитраты определяют это все в наших лабораториях. В этой оборудованной кухне девочки учатся не только готовить, но даже консервировать овощи и делать заготовки. Конкретно вот я хочу сказать вот ассорти, помидоры и огурцы засоленные по технологии, которые, значит, без использования уксуса, то есть в щадящем режиме, чтобы он был очень вкусный. Много инициативы исходит, конечно, от меня как от руководителя. Руководитель, я считаю, это лицо, которое определяет стратегию, значит, развития школы. И мне довольно-таки приятно, что коллеги безоговорочно поддерживают мои инициативы. И к тому же я люблю инициативных учителей, которые, значит, преподносят идеи, я их больше обволакиваю, и мы до масштабов области поднимаем эти мероприятия. И вот я люблю инициативных педагогов. И то, что реализуется в школе, вот эти многие разноплановые направления, и этнокультура, и экология, и патриотическое воспитание, и музееведение, все это, конечно, поддержки учителей. В этой школе я работаю давно, сама училась здесь, более 30 лет тружусь в стенах нашей родной 15-й школы. Я очень благодарна своему коллективу. У нас прекрасный коллектив учителей, ученический коллектив тоже прекрасен. Во главе с Саидзырычем, я думаю, что нам очень легко работается. Всегда есть какие-то новшества, инновации. И мы, учителя, всегда готовы поддержать, так как в основном коллектив нашей школы – это выпускники нашей 15-й школы. И поэтому традиции школы мы все прекрасно знаем. И придя в школу, нам, наверное, очень было легко, поскольку это наши родные стены. За последние 10 лет действительно мы открыли, это, во-первых, музей национальной школы областной, открыли этнокультурный центр, Центр этнокультурного образования и воспитания. И теперь из крупных таких объектов это Центр естественно-экологического образования. И внутри как бы этого центра выделяется это музей реки Иртыш. Это особая страница,
потому что мы представляем с точки зрения биоразнообразия реку Иртыш. И вот это все в кратчайшее время делать позволяет, конечно, что коллектив работает настолько в интенсивном режиме, что не успевают наши дети, приходят за какой-то месяц, какие-то изменения в школе появляются. И вот мы постоянно в этом постоянном поиске. Я выпускник 75-го года. В 15-ю школу приехал из деревни Чебурга Тобольского района. Практически все мои родственники, с кем я в деревне учился, они все выучились в 15-й школе. И все вспоминают с теплотой годы, проведенные в стенах нашей школы родной, 15-й. Я очень рад сегодня поздравить коллектив учительский 15-й школы. И, конечно, мне хочется вспомнить Камал Мазидовича Муратова, директора школы, при котором мы учились. Это завучи Джазиля Амировна Масагутова, Равиля Хакимовна Сафина, завучем была в то время. Хотелось бы всем, кто у нас, к сожалению, некоторых уже рядом с нами нет, а те, кто живы-здоровы, всему коллективу, хотелось бы передать слова огромной благодарности за те годы, проведенные в стенах школы, за тот урок, который нам дали, за ту путевку, которую дали в жизнь. Школа номер 15 города Тобольска – это бренд, это целая история. И эту историю делают как те, кто работал и работает здесь, так и те, кто здесь учился. Саид Заирович работает директором 19 лет. И это время по праву можно назвать золотым веком. Веком новых идей, веком новых возможностей. Из разряда аутсайдеров школа стремительно вырвалась в лидеры. Для Саида Заировича нет понятия «невозможно». И нет таких целей, которых бы он не добился. И самое главное – это только начало. А мы продолжаем. В студии сегодня поговорим на тему образования в школе. В гостях у нас кандидат педагогических наук, доцент Тагир Рафаэль Галимзянович Гадиев и директор основной школы номер 52 деревни Казарова Алевтина Зинатуловна Манкаева. Хуш хилясес. Итак, вот только что мы видели в видеоматериале внедрение в ГОС. И если мы говорили тогда, когда снимались уже 2 года назад про 2011 год, что только внедряются вот эти новые стандарты, то сейчас вот какая картина сейчас, Рафаэль Галимзянович, наверное, с вас начнем. Мы в 2011 году также в этой школе собрались, это в школе номер 15, и как раз мы говорили, как вот надо внедрять новые федеральные стандарты нового поколения. А вот в 2013 году мы уже подвели некоторые итоги. То есть выступали руководители школ, учителя татарской литературы, учителя начальных классов, как они внедряют новые стандарты вот именно в школах здесь. То есть интересный вот опыт работы, то есть мы увидели, то есть этот опыт мы опубликовали сборников тезисов конференции, то есть это могут люди познакомиться, не только вот все это, и все могут познакомиться, как внедряются новые стандарты в наших школах. То есть это уже какие классы задействованы? То есть мы, конечно, сейчас вот 3-е классы в начальных школах внедряют федеральные государственные стандарты. А в 2015 году мы уже, вот эти дети подойдут к основной школе. Знаю, что в начале сентября этого учебного года у вас прошла какая-то встреча тоже интересная, да, был семинар. Ну, мы уже с Тагира работаем 3-й год как стажерская площадка, и на базе нашей школы принимаем учителей татарского языка. Как раз в рамках работы стажерской площадки 11 сентября 2013 года на базе нашей школы состоялась практическая часть, и учителя татарского языка побывали на уроках в начальной школе, побывали на уроках в основной школе. И, конечно, мои педагоги показывали формирование универсальных учебных действий как раз в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов 2-го поколения, показывали методики формирования универсальных учебных действий, показывали новые формы работы. И здесь же мы знакомились со стандартами ФГОС 2-го поколения по татарскому языку и литературе. Вот в 15-й школе как раз тоже прошла конференция, посвященная этой теме. Как 52-я школа проявила себя? Ну, во всех конференциях, научно-практических конференциях для школ с этнокультурным компонентом, конечно, наша школа принимает активное участие.
и этот раз тоже не было исключением. Учитель татарского языка и литературы, кандидат филологических наук Керамова Халида Хальдуловна показала мастер-класс урока татарского языка. Я выступала на секции директоров. И здесь, конечно же, актуальным для меня является сейчас вопрос о переходе на ФГО второго поколения в основном звене. Ну, в школе 15 действительно данный коллектив давно внедряет новые стандарты, подобраны такие интересные педагоги. И вот здесь мы увидели мастер-классы разнообразных и внеклассных мероприятий, и урочных мероприятий. То есть школа 15 в авангарде идет именно внедрение новых стандартов. И поэтому мы решили вот еще раз приехать со всей области, даже пригласить гостей Республики Татарстан, показать вот опыт работы данной уникальной, я бы назвал, школы. Что, конечно, нас приятно удивляет в 15-й школе, это то, что у них удачно сочетается как урочная деятельность, так и неурочная деятельность. И если посмотреть вот занятость их детей в неурочное время, здесь получается у них 100% охват детей различными формами деятельности. И когда смотришь на сцену, как дети показывают различные инсценировки, поют песни, танцуют, показывают, и здесь приятно завидуешь тому, что все дети чем-то заняты, и все нашли место в этой школе. Вот в рамках юбилея, конечно, мы организовали межрегиональную научно-практическую конференцию, которая интересно название «Школа этнокультурным компонентам. Школа национального согласия», посвященная 95-летию образования первой татарской школы города Тобольске. То есть в конференции приняли участие 154 человека. Это из 26 территорий Юго-Тюменской области и 5 территорий Республики Татарстан. То есть ученых состав довольно-таки высок. 3 доктора наук, филологических, педагогических, 5 доцентов, 2 старших преподавателя, 25 руководителей школ, учителя родного языка литературы, русского языка литературы, математики, физика. То есть буквально, наверное, все учителя, которые вот прибыли к нам на эту конференцию. Но, конечно, главное, что поднял статус нашей конференции, это преподаватели Приволжского федерального университета. Это вот авторы учебных пособий. Учителя просто были в восторге, когда увидели электронные пособия, вот, которые я хотел бы показать телезрителям. Альфба, электронные пособия. Да? Автор данного комплекта у нас присутствовал. Второй учебник, второе электронное пособие, это Татар-Теле. То есть мы вот будем в соответствии с новыми стандартами, эти комплекты у нас подготовлены. И получили мы приглашение, именно про это, наверное, еще скажет Алевтина Николаевна, Алевтина Зинатулловна скажет, да? То есть нас приглашает Татарстан целью, чтобы поделиться опытом работы. Наши преподаватели тоже достойно себя показали. Мы были также на нескольких занятиях, открытых уроках, да? Да, конечно. Вот вам больше чье занятие понравилось? Но я, конечно, как истинный патриот, хочу сказать, что мне понравилось занятие моего педагога Керамова Халида Халидуловны, потому что проводили мы его вместе. И на мастер-классе были гости из Татарстана, и было очень, знаете, приятно то, что они активно включились в мастер-класс, и действительно, как Рафаэль Галимзянович сказал, показали класс вот истинного, как носитель языка. Красивая речь, истинное понимание произведения. И тем замечательным было выступление учителя английского языка, мастер-класс, где учитель английского языка 15-й школы рассказывала о национальных татарских праздниках, чисто на английском языке. Да, на английском языке. Наш традиционный вопрос и к вам, Рафаэль Галимзянович, и к вам, Алевтина Зинатулловна, это планы на ближайшее будущее? Но в ближайшее будущее у нас вот уже идет Олимпиада по татарской языку литературе. Уже идет 15 ноября началось, она продолжается, муниципальный этап Всероссийской Олимпиады по татарскому языку. И вот 10 января у нас будет уже областной этап Олимпиады по татарскому языку. Это у нас такое основное, такое большущее мероприятие. Победителей мы направим в Казань, да. И вот у нас вот Алевтина Зинатулловна одна идея зародилась во время поездки конференции в Тобольск. То есть Хамиду Ярми, это известному татарскому фольклористу, в этом году исполняется 100 лет. И вот к этому мероприятию, то есть это юбилейной дате, наверное, мы что-нибудь подготовим. Да? Как вы мыслите? Ну, я думаю, что если где-то день рождения месяца, мы на апрель месяц совместно с Тагира
планируем проведение совместного областного мероприятия с приглашением учителей татарского языка и литературы. Почему именно на базе нашей школы? Потому что Хамид Ерми, уроженец деревни конечно, Казарова, это в первую и очередь. первоначальное образование он как раз получил в нашей школе. Да. И, конечно же, дело чести провести мероприятие красивое, посвященное этому замечательному фольклористу. Есть пожелание все же за год-два создать единую выверенную программу преподавания татарского языка и татарской литературы, которая прошла бы экспертизу и которая была бы рекомендована для всех школ Тюменской области как обязательная. Спасибо большое, что нашли время в своем плотном графике и пришли к нам в гости. Спасибо, Лейсан, за Спасибо, приглашение. Ярый бүгінгі шул тапшыру бұстамам, сау болып тұрыңыз.